Гейш хей нархысну хядуку гнымгако хайтара яхгет таряхан азуид гилхакумлет арахагзым япшизгыз айбышра шарда амта апсынра. Архив Владислава Ардзинба обширен. Его часто и много снимали и показывали по телевидению. Но это выступление, наверное, самое короткое из публичных, стало самым важным и сложным в его биографии. Судьбоносным оно было и для народа Абхазии. Как оно им удалось, знал только он сам, а нам остается только догадываться. Агрессия вооруженных сил Госсовета сняли демократическую маску с нынешних лидеров Грузии и показали истинные намерения по отношению к Абхазии. С нами хотят говорить только на языке пушек и автоматов. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. Мирный исход политического противостояния оказался невозможным. Время с того дня разделилось для него на до и после этого воззвания к нации. Колонны грузинских танков, почти не встречая сопротивления, дошли до столицы Абхазии в первый же день войны. Силы были настолько неравными, что объявление войны было практически невыполнимым решением, но неизбежным. Время стирает границу личности и миф о нем, который складывается в сознании народа, идеологии, политической конъюнктуры. Как кабинетный ученый стал лидером нации, которая сумела одержать военную победу над противником в десятки раз многочисленней, хорошо вооруженным и имеющим могущественных покровителей по всему миру. Какое невероятное стечение обстоятельств должно было породить эту историческую метаморфозу. У Абхазии не было спокойных времен, во всяком случае в обозримом прошлом. Постоянные войны, междоусобицы, включение Абхазии в состав то одной, то другой империи, воюющих друг с другом, в XIX веке привело к нескольким волнам махаджирства, почти полному опустению страны и статусу виновного населения на долгие годы. 20 век ознаменовался Первой мировой войной, затем революцией и гражданской войной. Исторические бури такой небольшой, как абхазы народ, вряд ли пережил бы, если бы ему не везло с лидерами. Нестор Лакоба, умело лавируя, сумел провести народ мимо жерновов коллективизации и репрессий, пока сам не угодил в них. Вслед за ним сгинула и вся недавно появившаяся абхазская интеллигенция, а последующая Великая Отечественная война поглотила тысячи и тысячи жителей маленькой автономной республики. Отец первого абхазского президента, Григорий Кемынович Ардзинба, также был призван на фронт, был тяжело ранен под Харьковом, чудом выжил и был демобилизован в 1944 году. По возвращению с войны стал преподавать историю в школе, что, несомненно, повлияло в дальнейшем на выбор профессии сына. А в победный май 1945 года появился на свет мальчик, которого родители пророчески назвали Владиславом. Так, личная биография, подобно судьбе своего народа, постоянно проходила по краю исторической пропасти. Это относится практически к каждому представителю абхазской интеллигенции той поры. Потом была учеба, которая вознесла простого парня из села Ишера на вершину научного мира. Владислав Ардзинба не готовил себя к политической карьере и прошел путь от аспиранта в Институте востоковедения Академии наук СССР в Москве до доктора исторических наук, занимаясь в течение 20 лет изучением истории народов Малой Азии.
Владислав Арцинба защитил кандидатскую диссертацию в 1971 году, а доктором исторических наук стал в 1985. Он возглавлял сектор идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения Академии наук СССР и написал более 40 научных трудов. Заниматься изучением мертвого языка, расшифровывая клинопись, несомненно требовало острого ума и обширных знаний истории и лингвистики. Я понимал его масштаб личности его, поскольку он и как ученый, и как человек был очень незаурядным, совершенно незаурядным. Не зря он был любимым учеником великого русского филолога Вячеслава Всеволодовича Иванова. Вот. Это был человек, который читал клинопись хетскую, прекрасно знал и хетские языки, и ассирийский, и иностранные языки, скажем, немецкий, английский, итальянский. И прекрасно абхазский знал язык. Был очень традиционным абхазцем, в то же время очень современным. Вот как-то сочеталось с ним это. Это уже было начало переломных моментов в истории Советского Союза, естественно. И когда он стал, уже был избран Верховный Совет Абхазии, главой стал, и потом Верховный Совет СССР, стал там, очень известной фигурой. Но сразу он выяснил, что он был прирожденным политиком, как выяснилось. И так как таковым был принят и в Абхазии, нашей тогдашней политической элиты, я видел, какое уважение к ним относились все крупнейшие наши фигуры политические того времени. Я замечал это, и это говорилось, как его воспринимали как очень крупную личность, такую потенциально, которая может возглавить Абхазию. И в России тоже, вернее, в Советском Союзе тоже он был на очень таком высоком счету, о нем говорили. И его выступления знаменитые на Верховном Совете, и отклики. Он, конечно, был звездой такой, первой величины. Таких люди рождаются раз в 100 лет, наверное, может и больше. И нам просто очень повезло, что на этом переломном моменте нашу страну возглавил такая мощная личность. Это было просто дар с небес, можно сказать. В большую политику Владислава Арцинба привели исторические события в конце 80-х, которые начали разворачиваться в Советском Союзе и вокруг него. По словам самого Владислава Григорьевича, наступил момент, когда я мог что-то сказать в науке. И вот в этот момент мне пришлось все это бросить. После ухода из жизни видного абхазского ученого профессора Георгия Алексеевича Дзидзария происходит выдвижение доктора исторических наук Владислава Арцинба на должность директора Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия. Одной из приоритетных задач, стоявших в то время перед Абхазским институтом, было восстановление подлинной истории абхазского народа, подвергавшейся грубейшей фальсификации со стороны Грузии на протяжении многих десятилетий. Взаимоотношения Абхазии с Грузией на протяжении веков были непростыми. С исходом большей части коренного населения в XIX веке историческую территорию стали заселять другие национальности, и наиболее активно грузинская. Последующие исторические катаклизмы к проблеме демографической экспансии добавили политическую и экономическую зависимость уже автономной республики в составе союзной республики. К концу 80-х годов конструкция Советского Союза стала расшатываться, многонациональный состав государства, исторические обиды и претензии разных ее частей друг к другу делали перспективу сохранения единого государства невозможной. Грузию с ее автономными образованиями, Абхазией, Аджарией и Южной Осетией это касалось в полной мере. В истории абхазского народа 1937-1953 годы стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа как такового. О том, что ставилась и решалась именно эта задача, свидетельствует вся совокупность репрессивных акций в отношении абхазцев. Была обезглавлена нация, уничтожены все виднейшие государственные партийные лидеры Абхазии и практически вся только что народившаяся интеллигенция. Массовым репрессиям подверглось крестьянство. С 1940 года абхазский народ перестали называть абхазским народом. С 1941 года прекратились радиопередачи на абхазском языке. В 1945-1946 годах были закрыты абхазские школы, и преподаватели остались вне ее. Абхазцев практически не стало в руководящих партийных и советских органах. Было начато массовое насильственное переселение в Абхазию. На переселение тратились огромные средства, оно не прекращалось даже в тяжелые 1941-1942 годы.
Из Абхазии были выселены греки, турки и другие, а их дома переданы переселенцам из районов Грузии. За счет такого искусственного прироста абхазцы оказались в меньшинстве на своей древней родине. Между тем, на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии политическая борьба усиливалась, грозя перерасти в открытый конфликт. Негативная реакция тогдашних властей Грузии на известное абхазское письмо 1988 года, а также массовые антиабхазские выступления, захлестнувшие Грузию, ускорили создание Народного форума Абхазии Айтгалара. Новая организация проводила большую работу по консолидации всех прогрессивных и демократически настроенных слоев абхазского общества в тот сложный и очень ответственный период. Айтгалара стала налаживать связи с абхазской диаспорой во всем мире и родственными народами Северного Кавказа, где тоже создавались национальные организации. Переломной точкой для абхазского народа стал Лыхнинский сход и подписание обращения к Москве о праве народа на самоопределение. Кровавое столкновение в июле 1989 года стало прологом будущей грузино-абхазской войны. В 1989 году центральные власти Советского Союза проводят выборы в Верховный Совет СССР. Каждая республика выдвинула в народные депутаты лучших своих представителей. В состав абхазской фракции вошли писатели и ученые. Владислав Ардзинба сразу стал лидером не только среди своих, но для всех депутатов от автономных образований, возглавив группу автономщиков. Тогда он и познакомился с будущими президентами Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа, что в дальнейшем сыграло важную роль в судьбе Абхазии. Тогда же и произошло знакомство Владислава Ардзинба с академиком Андреем Сахаровым, которое, несомненно, имело большое значение для молодого абхазского лидера, о чем он впоследствии указывал в своих мемуарах. Товарищи депутаты, на вас ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Основной задачей лидеров автономных республик в Верховном Совете СССР было повысить статус автономных республик до уровня союзных. Ими были внесены несколько поправок в Конституцию СССР, в частности пункт, что автономная республика является суверенным образованием, и был принят закон о порядке выхода союзной республики из состава СССР. Но центробежные силы набирали обороты и уже начинали вспыхивать конфликты в разных концах империи. Референдум о сохранении СССР, работа над созданием будущего союзного договора, так называемый Новоогаревский процесс – все это были попытки цивилизованного развода национально-территориальных образований на тех, кто хотел остаться в Советском Союзе, и тех, кто решил жить отдельной страной. Для Абхазии, где коренное население составляло всего 17%, оставаться в составе нового союза был единственный благоразумный выход сохраниться и отмежеваться цивилизованным путем от Грузии, которая стремилась выйти из состава СССР. Тем временем, к концу 1990 года был избран Верховный Совет в Абхазии, а его председателем единогласно избран Владислав Ардзинба. Парламент был сформирован по согласованию с Тбилиси по квотному национальному составу. Как удалось Ардзинба убедить Звияда Гамсахурдия, лидера Грузии, на тот момент зафиксировать квоты, при которых 28 депутатов были абхазы, 26 грузины и 11 депутатов других национальностей, до сих пор удивляет многих исследователей, а в Грузии это называют фатальным поворотом в истории. Новому парламенту за относительно короткий срок удалось утвердить государственные символы – флаг, герб, гимн, а также принять законы о переподчинении властям Абхазии органов правопорядка и других министерств, а также Национального банка, создать свою таможенную службу и даже вооруженное формирование – полк Абхазской гвардии. Это тоже результат большой политической и дипломатической работы абхазских политиков новой формации во главе с Владиславом Ардзинба. Так и рождаются лидеры, формируются их характер и умение принимать сложные решения.
Владислав Ардзинба продолжал активно работать на два фронта – в Москве и в Сухуми, прорабатывая мирный вариант и альтернативный ему. Последующий раскол в парламенте и уход грузинской фракции в меньшинстве уже мало что решал. Параллельно происходил раскол и в общественной жизни Абхазии. Разделился университет, некоторые органы власти, даже футбольная команда. На это время приходится наибольшая активность Айтгалара. Проведение съезда горских народов Кавказа, акция памяти жертвам махаджирства. Дорогие наши гости, наши братья, дорогие соотечественники, огромной горечью, огромной памятью, болью отдается в наших сердцах мысль и воспоминания о тех трагических событиях, в результате которого большая часть нашего народа оказалась за пределами своей родной земли. Поездки делегаций на Северный Кавказ, встречи с абхазо-адыгскими диаспорами в Турции, в Голландии, в Англии. В этот же период состоялась встреча с Борисом Ельциным на Мюссерской государственной даче, в которой Владислав Григорьевич Ардзинба принял участие как руководитель суверенной республики, что тоже была демонстрация Абхазии как самостоятельного субъекта международного права. Столб смерча войны уже маячил на горизонте, и к нему надо было успеть подготовиться. Августовский путч 1991 года помешал реализации новоогаревского проекта новой конструкции устройства союзного государства. Положение в грузино-абхазских взаимоотношениях усугубилось переворотом в Тбилиси в декабре 1991 и приходом к власти Госсовета во главе с Эдуардом Шеварднадзе, решения которого были нелегитимны для Абхазии уже и с точки зрения международного права. Показательные карательные рейды Мхедриони в Менгрелию в начале 1992 года не оставляли шансов на мирный раздел между Грузией и Абхазией. Окончательная неизбежность войны стала очевидна после Ташкентского соглашения, по которому Грузии отходила часть советского военного арсенала, вооружений и боеприпасов. Ради этого 24 июня 1992 Грузия даже подписала документы по мирному разрешению конфликта с Южной Осетией, так называемые Дагомысские соглашения. Грузия была заражена вирусом национализма во всех слоях общества, хорошо вооружена. У нее были регулярные войска и отряды неформалов, которые уже имели боевой опыт, а перед ними была Абхазия с горсткой непокорного населения, слабо вооруженной и лишенной какой-либо поддержки в мире. 14 августа абхазский парламент собрался для рассмотрения федеративных отношений между Грузией и Абхазией. Вот как об этом дне вспоминает депутат первого созыва Нателла Акаба. Мы предложили им подготовить какой-то юридический документ, который бы определял полномочия, собственно, Абхазии и общие полномочия, сферы, где мы можем совместно осуществлять полномочия. Он был подготовлен в Москве нашими юристами во главе с Тарасом Шамбо, и он должен был фактически определить отношения между Абхазией и Грузией в этих совершенно новых исторических условиях, когда Советского Союза больше нет. И это был фактически договор о мягкой федерации или с элементами конфедерации, можно и так сказать. Но вот сейчас, если посмотреть этот закон, он был вполне умеренный и ничего радикального там не было. Но тогда грузины, к сожалению, категорически отвергли. И я очень хорошо помню тот день, когда мы должны были рассматривать вот этот проект закона о разграничении полномочий между Абхазией и Грузией. Это был такой... Я, честно говоря, не думала о том, что в этот день может начаться война. И вообще для меня это было неожиданно. И я помню, что я как на праздник шла, я даже одела какой-то свой новый костюм, туфли на высоком каблуке. Потом это так глупо выглядело в условиях боевой обстановки.
И я пошла на сессию, абсолютно даже не думая о том, что это последний раз, когда я вижу свой дом, потому что мой дом потом был сожжен. Просочилась информация, что Владиславу Григорьевичу позвонили из Очимчира и сказали, что грузины в Очимчире. Мы, честно говоря, вначале просто даже не поверили, подумали, что это какие-то сплетни. И мы все, конечно, ринулись в кабинет Ардзенба. И я увидела в окно, что в небе летают военные вертолеты, и они производят выстрелы по морской поверхности. И я тогда поняла, что началась война. Во-первых, все это произошло 14 августа. Вдруг в этот мир, райский уголок, вторгается около сотни танков и бронетранспортеров. Появляются боевые вертолеты, которые открывают по городу, по пляжам, где вот отдыхают люди, мечущиеся повсюду люди, вот, отдыхающие, которые бегут. Первые жертвы, потому что первые же снаряды угодили в санатории МВО, и погибли военнослужащие, отдыхающие в этом санатории. Вот так началась для нас война. Шанс на мирное урегулирование взаимоотношений между Грузией и Абхазией был разрушен военной агрессией Грузии. История ускорялась с катастрофической скоростью. Быстро научившись премудростям политики, в августе 1992 года Владислав Григорьевич Ардзенба стал главнокомандующим армией Республики Абхазия. Он прекрасно знал, как историк, как создаются государства и как они исчезают. Он прекрасно знал. Он часто говорил, где это Хетская империя, где египетская, вот это все. То есть все это уходит, а мы все еще существуем, да, как будто он говорил, что вот мы такой народ жизнеспособный оказались. Вот. И вот его системность. Очень мало было спонтанного, все очень было продумано, глубоко продумано. Причем он довольно быстро решал вещи, он недолго думал, там, скажем, как некоторые, я других политиков знаю, которые по полгода не могут одну проблему решить. Он очень быстро решал, у него был очень мощный ум, он играл в шахматы очень хорошо, блестяще играл в шахматы, у него такой шахматный ум был, вот, ну, как политика настоящего. И он, что тоже очень типично для него и нетипично для его последователей, он не стеснялся спрашивать. Вот он мне постоянно звонил по разным вопросам, по абхазоведению, по письменности абхазской, по другим вопросам. И по внешней политике тоже. Я же представлял Абхазию 17 лет за рубежом по его указу. Вот. И он не стеснялся спрашивать. Это редкое качество, когда человек всегда учится. И он знает, что он не все знает. Это очень важно. Системность, продуманность, обоснованность, аргументированность. Послушайте вот его речи, там все аргументировано, правда же? Он объясняет, почему он так считает. Это очень важно. Не просто я так считаю, что так нужно, а почему он так считает. И когда смотришь его речи, тоже, что видно его глубокую убежденность в том, что он говорит. В его словах он сам в них верит. Поэтому-то его слова были очень убедительны, тем, что они продуманы были, прочувствованы. Вот. И, конечно, он в какой-то степени общался с космосом, я не сомневаюсь в этом. Открывался канал, который помогал ему духовно и физически даже, ну вот, превозмогать очень сложные этапы. Это для нормального человека огромная ответственность, и он обладал ответственностью. И тем не менее он умел принимать решения, такие сложные и даже непопулярные решения, которые были необходимы для успешного развития нашей страны. Это, ну, видимо, прирожденный все-таки политик он был. Это очевидно совершенно, да. Абхазии очень повезло. У Владислава Ардзенба он пришел в политику, в сущности говоря, будучи далеким от политики человеком, будучи научным работником, тем более погруженным в историю, но в нем оказался незаурядный дар политика. Эта незаурядность, кстати говоря, в наше время редкая, и в этом драма нашего времени
даже говоря о всемирной политике, что главное свойство политического руководителя – это умение поднять дух народа. Нашему президенту это удалось, поскольку он обладал этим даром, и в этой совершенно неравной, тяжелой борьбе Абхазия победила. А затем были долгие 413 дней жестокой войны с огромными жертвами и разрушенной экономикой, военная победа над врагом и, как наказание за нее, многолетняя блокада молодой республики. Но страна выстояла, благодаря своим защитникам, многие из которых сложили головы, благодаря женщинам, которые в послевоенные годы не дали своим семьям умереть с голоду, таская тачки через границу, благодаря братским республикам Северного Кавказа, Юга России и абхазской диаспоре во всем мире, которые присылали гуманитарную помощь, благодаря руководству страны, которая не прогнулась политически, несмотря на тотальное давление на республику со всех сторон. И, конечно же, благодаря своему главнокомандующему и первому президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Арзенбах.